Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сначала важная информация. YouTube, скорее всего, будет заблокирован или с той стороны, или нашими надзорами. Мы будем спасать, пока есть возможность. Но насколько хватит этой возможности? Собаки не виноваты и страдают по вине людей. Мы переходим на другие ресурсы. Это пока телеграм-канал и канал на Яндекс.Дзен. Пожалуйста, переходите по ссылкам и подписывайтесь. Ссылки будут под видео и в закрепленном комментарии. Для тех, кто не знает, Telegram – это приложение, его надо скачивать на телефон. Скачивайте. Возможно, что скоро у нас будет немного интернет-ресурсов. Не дружите с интернетом? Попросите детей, внуков, соседей вам скачать, установить и показать, как пользоваться. Это несложно. Что касается канала на Дзен, то чтобы подписаться и писать комментарии, вам нужна почта Яндекса. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, если ее у вас нет. Дзен более функционален. Думаю, большинство пользователей будут находиться именно здесь. Надеюсь, что мы продолжим делать доброе, пока есть возможность. Может, не в таких масштабах, но мы очень стараемся по сей день. До встречи, друзья. Ждем вас на этих площадках. Друзья, теперь о вольерах в ППЖ. Я говорила о большой скученности в вольерах. Недопустимо, чтобы такое количество находилось все вместе. И мы решили срочно строить вольеры и зонировать. С вашей помощью собрано и отправлено в Якутск 172 тысячи. Закуплен стройматериал, и завтра начинается строительство. Пока это только стройматериал. Во что выльется в итоге, будет видно по ходу стройки. Будем вас обязательно информировать. Я очень вас благодарю за ту активность и отзывчивость, несмотря на те все трудности, которые нас коснулись в мировом масштабе. Друзья, не бросайте, пожалуйста, нас. У нас наступили тяжелые времена. Мы не можем бросить собак. Мы не можем поступить иначе. Вот в эти клетки, вот с такими дырками в полу, где будут застревать ноги. Без сена, без опилок. В клетке 1,5 на 1,5. При нарушении норм на основании приказа Минстроя России от 13 февраля 2020 года, номер 908, об утверждении свода правил приюта для животных, правил проектирования, читаем. При содержании в вольере собак размеры кабины должны составлять не менее 2 на 2. Высота стенки 2,5 метра передней и высота задней стенки 2 метра. 1,5 на 1,5. Вход для человека, который ухаживает за животным, 70 сантиметров, 70 на 70. 1,5 на 1,5 и вход 70 на 70. И вход на земле. Человеку надо стать на колени и постараться вытащить вот из этих дырок застрявшие лапы животных. Будок нет внутри. Ледяной холод. Нет, подождите, а вы будете убирать за собакой или она будет сидеть в своей моче? Подождите. Как вы будете убирать? Кинологи будут граблями убираться? Кинологи будут работать? Все за вас уже придумали, граблями убирают. Здесь кинологи работают, Работать что они с будут. собаками здесь И убираться работают. будут, кинологи будут работать. Кормят кинологи, убираются кинологи.
И почему каждый из тех, кто будет кормить, будет становиться перед животным на колени? Объясните, пожалуйста. В болото в мае месяце вы отсыпку здесь не делали. Здесь просто болото. Через это болото я ходила все лето. Столб упал. Посмотрите на высоковольтную линию, которая стоит вот здесь. В прошлом году упал столб и лежал с проводами с июня по август с той стороны ППЖ. Пойдите, посмотрите. Я сегодня его снимала, этот столб. А теперь о двух рыжиках, в усмерть напуганных и чудом выживших со времен ангарских с Нового года. Назвала их Чарли, рыжего, и Патрик, его друг. До чего же им с Нового года не везло? Сначала избили, видимо, когда ловили. Его нам тогда и не отдали. Потом он пропал. Только стал приходить в себя и учиться передвигаться среди сородичей, это уже когда привезли в ПБЖ, как они его же и порвали, сородичи. Опять забился в угол, еле вытащили окровавленного. Вот Лариса, наша собачка, которую били, не добили на автодорожной. А вот ее привезли сюда. Видите, вся покусанная. Сейчас наш Чарлик на передержке платной в Якутске. Конечно, он очень запуган. Конечно, ему надо обрабатывать челюсть, рот. А она была в крови, когда забирали. Погладить все-таки дает. Поэтому не совсем безнадежен. Но жить на передержке на цепи – это не дело. Тем более после всего пережитого. Такому стрессовому мальчишке. Будет всех бояться. Как помните, Нюрочка сидела забитая. И обязательно надо срочно вывозить. Надо социализировать. Надо научить его жить и не бояться. Друзья, у меня к вам просьба. Кто может взять на передержку, на индивидуальную передержку? Ему на массовой передержке делать тоже нечего. Его нужно в квартиру или в дом. Откликнитесь, пожалуйста. Кто готов? Откликнитесь, как и Нюрочку, пожалуйста, я вас очень прошу. Надо как можно быстрее вывозить их двоих, может даже двоих, или по отдельности. Но хотелось бы, чтобы у них была индивидуальная передержка.